Жительница Малгобека Аза Мамилова попросила руководителя региона оказать содействие в выделении нового автобуса по маршруту Малгобек-Магаз. По ее словам, с наступлением зимы бывают перебои с транспортом. Из-за технических неисправностей они часто сходят с маршрута. По данному вопросу главу проинформировал министр промышленности и цифрового развития Бадма Дарджиев. Он сообщил, что в ближайшее время в республику должны поступить средства по казначейскому кредиту в размере 300 миллионов рублей, на которые будет приобретено 80 автобусов. Махмуд Аликалиматов поручил руководителю Минпромсвязи решить вопрос по обеспечению транспорта на маршруте Магаз-Малгобек до конца года. Что там с транспортом? Транспортом? Это, можно сказать, и беда у нас. Потому что весь транспорт, автобусы, они старые, часто ломаются. У нас вообще в целом парк в республике, он действительно жалоб очень много. И в Малгобеке, и в Сунже, и везде. Мы добились, что месяца 2 назад нам уже подтвердили, что нам дадут 300 миллионов. Поэтому мы будем обновлять. И там у нас будет и ГНАЛАЗ, и видео, и все, да, каждом автобусе. Безналичная оплата для нас, можно будет телефоном онлайн просто смотреть. Мы все это делаем. Те маршруты надо пересмотреть. Люди не могут стоять там, а тем более дети, женщины. У нас ведь пассажирским транспортом пользуются у нас малоимущие в основном, у которых нет возможности машину, такси, там, они же пользуются этим. Поэтому надо комфорт создать для жителей. Ну, с января можем говорить, что пойдет? Я думаю, Малгобек раньше закроют, до Нового года. Распишите алгоритм, как будет поступательно у нас, значит, Малгобек, потом какие у нас будут. Это очень важная ситуация. Ахмед Вышегуров, проживающий в городе Сунжа, рассказал главе о сложной ситуации, связанной с подтоплением домов у него и его соседей, живущих на улицах Солнечная, Грузинская, Базоркина, Трудовая, Хамхоева и Щорса. Дома построены у подножия Сунжинского хребта, и во время сильных проливных дождей их земельные участки и дома затапливает водой, которой некуда уходить. После обсуждения с главой администрации города, представителями МЧС и Минстроя было принято решение сделать водоотвод и земляную защитную дамбу, которые позволят временно решить данную проблему. По предварительным расчетам, для этих работ потребуется около 2 миллионов рублей, которые глава Ингушетии обещал выделить из Национального фонда развития республики. Мы живем у подножия хребта Сунжинского, там нет интернета. Это новые дома? Ну, это новостройки, да. Новостройки. Там дождь, как пошел, Да. люди Затапливают. затапливают. Там водоотведение должно было быть. Там дренаж какой-то должен быть. Мы будем что-то предпринимать. Но понимаете, чтобы построить, надо было исследование сделать. Жалко людей-то. Сейчас вот весной там начнется таять и все эти, они там, люди-то не виноваты. Значит, мне смету срочно, кто-то будет ее делать. Если это приемлемо, часть, пока первый этап делаете, рассчитайте МЧС, а если они там обследовали все, я так понимаю, у вас есть, да? Да. Значит, берите и делайте это. Людям-то надо помочь. Проект Минстрой там поможет, смету. Но жителям, вот он будет старше, ответственный, пусть идет и говорит, если там не будут оформлены дома, ничего не будет. Должны оформить дома. Зарегистрироваться. Следующий посетитель, Зарема Матиева, пришла на прием к руководителю субъекта со схожей проблемой. В подвалах дома номер 21 по улице Московская в городе Назране, в котором она проживает, постоянно стоит вода. А во время ливневых дождей квартиры на первом этаже затапливаются водами из переполненных канализационных и дождевых стоков. Женщина пожаловалась, что ей неоднократно приходилось менять мебель и делать ремонт в квартире. Глава Ингушетии предложил администрации муниципалитета задействовать весь свой ресурс и устранить проблему в течение месяца. Он также обратил внимание жительницы Назрани и муниципальных властей на существующие в регионе трудности с созданием ТСЖ. Затапливать дом? Да, я вот жительница первого этажа многоквартирного дома, который находится по улице Московской, 21. Это новый дом? Это старый дом, он говорит, 78 года, как был построен в 78 году. Ну, там один дом или несколько? Это вот один дом, 21-й. Вот именно самый низкий точка. Он изначально был посажен неправильно. Ваше объяснение и объяснение мои даже, им же не легче от этого. Они же там живут. Понимаете? Конкретное решение, значит, аварийно признать, не признать. Потом
преграду вверху поставьте, там этапно берите, отводы делайте, дренажи. Может оттуда начать, чтобы они не собирались около них. От того, что это они неизбежно находят, не знаю, не важно. В прошлом году вот нам затопило квартиры даже. Мы все поменяли, всю мебель выкинули. Вот срок, месяц вам, и мне доложите, что вы предприняли, чтобы не затапливал этот дом. Светлана Демяшева и Ирина Фоменко, проживающие в Ингушетии, с 2015 года обратились к главе республики по вопросу приватизации квартир в доме номер 11 по улице Нефтяная в Карабулаке. Жилье им было предоставлено по программе возвращения и обустройства русскоязычного населения в республике Ингушетия. Право на оформление квартиры в собственность у женщин наступило в 2020 году. Махмуд-Али Калиматов отметил, что возьмет их вопрос на личный контроль. Хава Султыгова, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.